Здравствуйте. Сегодня мой гость Здравствуйте. будет Камен Невенькин. Он болгарский военный эксперт, автор нескольких книг в области военной истории. С ним мы будем разговаривать про российской агрессии против Украины и вообще как развивается война за все эти, сколько уже прошли, 3 года и 10 месяцев, может быть, или 9. И вообще, как сейчас выглядит ситуация на фронте в Украине. И если возможно, мы попросим Камена, чтобы сделал прогноз на будущее, как будет развиваться эта война. Камен известный военный эксперт, так что я думаю, это не просто болгарская точка зрения на этой войне, а это точка зрения независимого серьезного эксперта. Так что, Камен, спасибо, что согласились на это интервью. Сначала я хотел бы спросить вас, как изменился характер войны за все эти годы. Например, я вспоминаю, что в 22-23 году очень много обсуждалась поставка танков, артиллерии для украинской армии. Вообще очень много разговоров было вокруг эти американские комплексы Хаймарс. Я уже не помню, какие там танки были. Абрамс, это германские Леопард и так далее. Потом мы говорили про самолеты, американские F-16. А сейчас вроде бы я давно не слышал что-то про поставки артиллерии и танков. Вообще можете описать изменения в характер войны за это время? Значит, изменения в характере войны, они очень серьезные. И война меняется, можно сказать, круглосуточно. Это эволюция, которую мы не замечаем так, как сказать, это просто она идет очень медленно, эта эволюция, и мы ее не замечаем сперва. И потом, когда уже идут какие-то перемены, мы тогда эту эволюцию уже начинаем замечать и анализировать. Но война уже это совсем другая война в сравнении примерно, если сравнивать каким способом она велась, какими методами примерно 3 года назад. И даже 2 года назад это была совсем другая война. Все это из-за дронов, потому что обе стороны, они бросают в бой все свои ресурсы, но у них ресурсов не так уж много. И вот почему они используют такие сравнительно дешевые средства, как дроны. И дроны сейчас поменяли практически все. Они обессилили мощь танков и эти массированные удары бронированными колоннами с большими группами механизированной пехоты. Это все это уже дело прошлого, так сказать. Может быть, в будущем оно снова вернется, но из-за дронов это сейчас проводить такие атаки большими силами это уже невозможно. Ну, Так смотрите, что дроны, мне кажется, были почти с самого начала. Эти беспилотные летательные аппараты БПЛА были, может быть, еще в 22 году. Тогда, например, я помню, что Россия получала эти дроны из Ирана. Наверное, в Украине но тоже были. это были совсем другие дроны. С начала войны использовались такие дроны для наблюдения и разведки. И ударными дронами числились только это турецкие байрактары. Но они были в небольшом количестве и не столь эффективными. И потом дроны все еще тогда не производились такими объемами крупными. Так что тогда дроны были просто частью целого, а сейчас они занимают доминирующее место. Просто примерно тогда никто не
практически никто не пользовался этими FPV и камикадзе дронами, которые сейчас очень популярны. Более того, тогда дроны стоили очень дорого. Надо вспомнить, сколько стоил один Байрактар, например. Я не помню точно, но это было порядка несколько миллионов долларов. Ну, А Байрактары сейчас, были только у украинской армии тогда. да, украинская, потом у российской армии были ланцеты появились, но обе стороны, они не пользовались столь массово, как сейчас все происходит. Так Значит, что дрон... изменилось и качество дронов, и количество. Даже, может быть, И количество больше изменилось. количество с одной стороны, с другой стороны, у обоих стран накопился огромный опыт использования дронов. Они начали создавать целые такие подразделения дроноводов, у которых есть и опыт, и выучка, и все остальное. И просто они сейчас, так сказать, меняют логику войны, потому что они вырабатывают новые тактические приемы, которые до этого просто никто не задумывался пользоваться такими вещами. А можно сказать, что эти БПЛА, они заменили и артиллерии, и авиации? Нет, они дополняют, но э, просто то, что сказал в самом начале, что у обоих сторон сейчас нету серьезных ресурсов, например, чтобы использовать массированную авиацию. Вспомните примерно этой весной, как Соединенные Штаты Америки, Израиль, как они действовали по иранским объектам. Они действовали с большими силами авиации и с очень серьезными там даже эти Б-2 бомбардировщики, они бросали какие-то огромные бомбы А на почему иранские русская армия объекты. так не действует? Потому что у нее недостаточно авиации. Просто в сравнении с американцами просто там разница идет в разы. И качественно, и количественно. Просто авиация – это доктрина богатых стран. БПЛА – это так называемое малое небо, это война для бедных, так сказать. Какая-то низкобюджетная война, да? Low cost. Да, да, да. Просто реально в российских военно-космических сил на настоящий момент вряд ли там более нескольких сот боеспособных самолетов всех видов есть. Они примерно на бумаге больше, но реально боеспособных не так уж много. У украинцев и того даже нету. Примерно у них сколько там, 150-200 может быть сейчас. А может быть, россияне боятся, что украинское ПВО будет сбивать эти самолеты? Обе стороны очень боятся этого. И вот почему они берегут свои самолеты. Скажем, я там в прошлом году попытался насчитать, сколько у НАТО есть самолетов. У американцев было несколько тысяч. И есть такие, скажем, конкретные типы, которых ни у украинцев, ни у русских нету. Примерно как эти Б-2 Stealth и другие такие очень серьезные. Это очень серьезные машины. Но просто есть еще там проблемы, скажем, у американской доктрины и доктрина НАТО – это доктрина дальних ударов. Примерно Украина сейчас наносит такие удары в глубину, в основном используя только дроны. Эм, Российская армия использует в основном ракеты, но не так уж часто, потому что они тоже стоят очень много денег. Вот почему я называю это, что это сейчас идет война бедных. А почему Украина использует только дроны? Например, эти хаймарсы, они на какой дальностью могут стрелять? Насколько знаю, примерно эффективная дальность ниже 100 километров. Так. Они не могут использовать их в глубину. А,
У них сейчас, они знают, вероятно, все слышали там, что они разрабатывают сейчас новую ракету «Фламинго», но она все еще очень сырая, так сказать, в сыром виде. И, кажется, у нее все еще очень много так пробелов есть и проблемы какие-то с, скажем, с аккуратностью при когда Наносите. наносят удары по каким-то целям. Даже был видео из района Туапсе, такая очень большая воронка. Спекулируют некоторые там анализаторы, что это, эта воронка, Фламинго сделал эту воронку. Но это значит, что ракета не попала в цель, вероятно всего. Так что это показывает, что она как так, она все еще не на 100% боеготова. Значит, Россия сохраняет почти полное превосходство по отношению к ракетам дальнобойным. Да, пока это так. Так что увидим, как будет идти ситуация в следующем году, как будет все развиваться. Пока у России есть серьезное превосходство по этим ракетам, скажем, средней и большой дальности. А скажите, сейчас Украине нужны это американские самолеты F-16 или нет? Ну, они не могут воевать только дронами. Украине нужно все реально. Но просто это все эти классические типы вооружения, они сейчас используются совсем по-другому. Просто это тактика, которая идет на поле боя, которая так активно используется обоими сторонами. Это просто что-то невероятное. Это и так и, как сказать, она очень изменилась в сравнении с то, что думали, когда началась эта война примерно 4 года назад. Мгм. Так что тогда все были готовы наступать и, соответственно, отражать такие большие штурмы механизированными колоннами. Сейчас это просто не годится. Российская армия пробовала в последние недели пробовала несколько раз атаковать таким способом, и все провалилось, просто потому что дроны уже видят все. И очень быстро можно навести на эту колонну, скажем, и артиллерию, там и противотанковые средства, и БПЛА и так далее. А и сами они могут убивать эти дроны. В смысле? В Ну, в смысле? смысле, можно наносить удары дронами. Да, да, Насколько я понял. сейчас дроны, они просто используются на нескольких уровнях. Скажем, один дрон ведет наблюдение и разведку, а другие дроны наносят удары. Есть такие дроны, подобные как, скажем, авианосцы на море, которые переносят более маленьких дронов на какой-то на глубине там. Скажем, есть дроны-координаторы, очень много. Вообще есть даже транспортные дроны, которые снабжают войска там самым необходимым, даже едой, боеприпасами и так далее. Мгм. А когда вы сказали, что сейчас мы не видим каких-то больших колонн, которые наступают, но мне кажется, в 22 году все-таки были такие колонны. Например, я Ну, не помню, только в 22-м, и в это двадцать огромная третьем. колонна российских танков и бронетехники, которая наступала на Киев. Да, это классика, это всем известно, но это все уже в прошлом. Просто таких мы не увидим, вероятно, в ближайшие годы. Мгм. Значит, может быть, в 22 году война начиналась немножко похоже на Второй мировой, ну, А очень сейчас быстро уже это характер. какая-то очень авангардная война идет. Даже я не буду ее классифицировать там Третья мировая или какая-то европейская, но просто это очень, так сказать, авангардная, странная война. Потому Мгм. что э, она просто не подлежит никакому описанию сейчас. Все зависит от возможности обоих сторон снабжать
своих бригад на поле боя. И уже потому что дроны контролируют все подступы к зоне боевого соприкосновения. И из-за этого очень трудно снабжать войск на поле боя. И вот почему обе стороны, у них есть такое, они воюют практически очень малыми группами. Несколько человек, Да, я 2 этого хотел человека. попросить описать сейчас, как выглядит наступление российской армии. Наступление Ну, на скажем, Донецк, Донбасс. они, есть так называемая kill зона, это английское слово, зона смерти, Зона или смерти, я не да. знаю, как это назвать по-русски, но там они обычно, она примерно шириной до 10 километров. Это просто в голову не побирается, потому что обычно это нейтральная полоса в прошлых войн. Она была несколько сот метров или, скажем, километров. А сейчас из-за дронов это килл-зона или нейтральная полоса, или серая зона. Там можно назвать ее разными И как словами. российские солдаты преодолевают эту зону? Вот они пересели на мотоциклы, на багги, там на всякие такие Самокаты. машины, которые очень, которые передвигаются высокой скоростью. И суть всех этих, так сказать, странных боевых средств, как гражданские мотоциклы и автомобили, в том, чтобы они как можно было быстрее преодолеть эту килл-зону или там серую зону и войти в соприкосновение с противником, с украинцами, скажем. И это является, эти быстроходные, скажем, средства, там, мотоциклы и гражданские автомобили, они их используют как для транспортировки войск. Они практически э, заняли место в боевом составе, то, что в прежних конфликтах использовались для этой цели бронетранспортеры, там, боевые машины пехоты, танки и так далее, А потому почему что сейчас они двигаются бронетехника не медленно. подходит? Она слишком А, большая или? Не услышал вопрос. Почему сейчас нельзя использовать танки и бронетехники для наступления? Они слишком Э, большие или? Прежде всего потому, что они дорогие, и у обоих сторон их не так уж много. Во-вторых, они движутся медленнее мотоциклов и гражданских автомобилей. Значит, Так что шансов, чтобы они успели скажем, э, преодолеть эти несколько километров до украинских позиций, у них реально меньше из-за более низкой скорости. Они понятно. просто становятся такой очень толстой добычей для всех таких противотанковых средств, дронов, артиллерии и так далее. Потому что это зона, серая зона или ничейная зона, или там килл-зона, она очень широкая уже. Я сказал, до 10 километров. Мгм. Понятно. Но все-таки Россия продолжает производить танков. Танки она производит в очень меньших количествах. В основном она восстанавливает старую технику. Так что, Советскую. да, советскую из этих открытых, они обычно хранятся там где-то в Сибири или на таких местах, на открытых таких складах. Даже это очень трудно сказать. На базах, на которых они оставили еще в советские времена, чтобы ржаветь, как тогда. Потому что это в основном старые модели, никто не думал, что когда-нибудь они понадобятся опять. Мгм. А можно сказать, что эти БПЛА, дроны, они как-то компенсируют нехватка солдат для Украины? Мы знаем, что это Ну, большая проблема. да, это
Это можно сказать, утвердительно я к этому отношусь. Есть эм, такие ситуации, где просто нехватки пехоты компенсируются массированным использованием дронов. Но даже если у них было и больше пехоты, они делали бы то же самое, я уверен. Мгм. Потому что этот дрон оказался очень таким эффективным поражающим средством. Примерно иногда, чтобы убить какого-то вражеского солдата, нужно выстрелить сотни патронов, а здесь один-два дрона, они более чем достаточно. Так Мгм. что очень высокая эффективность у них. Вот в чем вся суть. А разве сейчас дроны охотятся за отдельными солдатами на поле боя? Ну, реально, да. Там какой-то российский военкор, он вычислил, что на каком-то участке, когда они атаковали, примерно у каждого украинского дроновода было как минимум 30 дронов. Это значит, что если он будет атаковать какой-то там танк или какую-то другую цель или мишень, он может спокойно использовать много дронов, чтобы ее уничтожить. Ну, вы имеете в виду, что он одновременно водит этих 30 дронов? Нет, примерно он отправляет один, потом второй, Мгм. третий, Да, да, пятый да. и так далее. Потому что с танками, и там, этой бронетехникой там получается не очень, очень редко с первого раза все уничтожается. Нужно несколько. И вот почему этот российский военкор он комментировал, что эм, у украинцев нету недостатка дронов, и они могут позволить себе на танк даже 30 дронов использовать. Мне кажется, еще одно преимущество дронов для Украины это оружие, которое она сама производит. Она Ну, в практически целом, да. не зависит от... Это тоже, ну, эм, это не значит, что это мы наблюдаем войну только дронами. Используются и танки, и артиллерия, пулеметы, авиация, все другое, но просто дроны, они являются этой, а, так сказать, сейчас они основа всех основ. М, м. А какими дронами воюет Россия? Это российское производство или те иранские, которые мы знаем с первых дней войны? И иранские они уже не знаю, используют ли они продолжают ли они пользоваться иранскими дронами или нет, потому что у них лицензия на производство, и они сейчас называются Герань, и производят там где-то в Татарстане, и в Ижевске есть, кажется, еще завод. И они, лицензия иранская, но это уже совсем другие дроны. В смысле, эти Более шахет иранские превратились в Гера. в Герань, да, но у них и они более устойчивые, боеголовка, скажем, как минимум вдвое больше так взрывного вещества боеголовки. Примерно боеголовка уже где-то 100 килограммов у этих гераней. Есть еще там ланцеты, есть и эти классические БПЛА из гражданского сектора, которые можно купить даже из в каких-то онлайн-магазинах можно спокойно закупить. Так что и у России, и у Украины очень большой такой диапазон дронов, всяких буквально есть. Э, Я сказал, есть также транспортные дроны и другие. Но это война для бедных, потому что у обоих сторон нет сил и средств производить такие дорогие вооружения. Так что оказывается, что использовать дроны и гражданские мотоциклы иногда может быть эффективным средством ведения войны. Ну да, если есть лоу-кост авиакомпании, почему бы и нет лоу-кост Да, война? Да, да, low-cost война. на Это современном очень, этапе. очень Хотя, правильно. знаете, я сейчас вспомнил, что Зеленский, когда был недавно в Вашингтоне, он предлагал американцам эти украинские дроны. Говорил, у Ну, нас так, высокотехнологичное производство.
И я не удивляюсь, потому что украинцы накопили очень много опыта в этом отношении, так что спрос на украинских специалистов будет только расти. Да, да, насколько М, знаю, у нас в Болгарии наши заводы тоже работают совместно с украинцами. Ну, вероятно, так, потому что да, примерно там и британцы, и немцы, и американцы они отправляют какие-то дроны на Украину, и у них есть обратная связь, как там их продукция, какие отзывы там на их продукции, хорошие или нет. Так что это очень ценный опыт для каждого производителя, чтобы имел информацию, как то, что он делает, как оно, м, каков его эффект в реальной боевой ситуации. Так Хорошо, а что, если сейчас так выглядит поле боя, то какие шансы у России все-таки завоевать эти территории, на которые она претендует? Я имею в виду оставшиеся части Донецкой области, чтобы рапортовали Путину, что вот весь Донбасс уже мы завоевали. ну, оставшаяся часть Донбасса это очень крепкий орешек, потому что там есть несколько больших городов, скажем, там Краматорск, Славянск и так далее, они очень такие серьезные, крупные города, и они реально являются очень крепкими орешками. Так что мы знаем, Покровск они все еще не успели взять после 1,5 года постоянных там штурмов. Так что вряд ли они это успеют в ближайший год или два занять оставшуюся часть Донбасса. А в это время там Путин будет воевать теми же методами, используя тоже самую тактику пехоты с помощью, поддерживаемой дронами. И потери у него будут очень серьезными. Это ясно всем, кто... Ну, я думаю, что потери его не так сильно впечатляют. Нет, это ясно, что потери его не волнуют. Его волнует только там достижение какой-то цели. Мгм. И все-таки они возьмут Покровск в следующие несколько недель или... Может быть, и возьмут, а может быть, и нет, потому что примерно битва за Часов Яр, она началась, скажем, если я помню, так где-то весной 23-го года. И все еще украинцы держатся на окраинах Часового Яра. Так что это 2 с лишним года. Так что украинцы сейчас они в северных окраинах Покровска, у них там хорошие позиции. Это не, там это дело не в Покровске, есть такая дуга, она образовалась между Покровском и Мирноградом, и там ситуация может оказаться в данный момент серьезной. Есть опасно, чтобы мешок закрылся, и там украинские подразделения не могут попасть в окружение. Это самая реальная опасность для украинской армии сейчас. А иначе сам Покровский, Мирноград, они это в целом они держатся даже и на окраинах. Так что м, вряд ли, даже если они полностью успеют захватить эти города, вряд ли они успеют быстро я имею в виду русские войска, продвинуться вперед. А какое значение имеют удары, которые Россия наносит вглубь украинской территории, в тылу, я имею в виду? Все-таки война решается в Донбасс, Покровск и так далее, или эти удары тоже имеют значение и могут подорвать оборонные способности Ну, Украины? война, она очень комплексная вещь, так что очень трудно сказать примерно, что ам, решающее значение имеют только удары по тыловым, скажем, объектам или что-то в районе Покровска или Купянска или так далее. Война это
скажем, совокупность очень многих вещей, так что надо обращать внимание на все. Реально, э, эти удары, которые Россия наносит дронами и ракетами по тыловым объектам Украины, они имеют так серьезное значение, потому что они в основном, это атаки идут по основном по объектам энергетики. И это отражается и на все практически. А с другой стороны, это имеет и оказывает серьезное психологическое давление на украинское население. Так что не надо так относиться легко к этой угрозе, она очень серьезная. Так что Это, нет. я думаю даже, что одна из целей этих ударов по энергетической инфраструктуре, чтобы становилось все хуже и хуже жить в Украине, и больше украинцев эмигрировали. Потому что от Ну, численности населения зависит и способности страны обороняться. ну, может быть, и это является одной из целей Путина, который он и вот почему он делает это. Но я сказать не могу, но это, конечно, имеет свое влияние, дает отражение на ситуацию в целом. Что будет определять динамики войны в следующие месяцы? Насколько важна, например, американская поддержка для Украины? Ну, мы знаем, что сейчас уже ничего американцы даром не дают. Это европейцы и платят для американского вооружения, которое поставляется Украиной. В целом, в следующие несколько, скажем, полгода я не жду особых перемен, потому что уже мы знаем, как обе стороны воюют одна с другой. И э, э, они очень медленно передвигаются, в основном и русские, когда украинцы контратакуют, у них тоже передвижение вперед в целом небольшое, скажем, километр другой или там несколько километров. Ам, э, а также украинцы будут продолжать наносить удары по русских, по этой, ам, п- практически по всей сети русских НПЗ. Нефтеперерабатывающих заводов вы Да-да. имеете в виду? Да-да. И они, скажем, с этого месяца начали обращать так серьезное внимание на русскую энергосеть, там нескольких, скажем, ам, всякие электростанции и так далее, они будут продолжать их тоже атаковать. Этого они не делали в прошлые годы, но сейчас они этого обязательно будут делать, потому что у них сейчас больше ударных возможностей, так сказать. И ракеты с улучшением. Так, улучшенные модели есть ракеты у них средней дальности. Есть несколько вариантов ударных дронов, которые могут наносить удары по объектам тысячи и больше километров от границ Украины. Так что это очень серьезный ресурс. Так что это будет война на истощение. Я другого просто не вижу никаких других И вариантов. это значит, что у вас пессимистический прогноз. Война скоро не закончится. Ну, если это пессимистический прогноз, да. Я не вижу просто серьезных оснований, чтобы Путин закончил эту войну. Ему нужна какая-то пропагандная победа, чтобы он мог там объявить, скажем, всей России, всему миру. Вот у нас была такая какая-то цель, мы уже ее выполнили. Сейчас он не может похвастаться ничем. Ну, я думаю, что минимальная цель, которую он может объявить как победа, это захват весь Донбасс. Всю Да, но Донбасскую область. на это уйдут еще годы, реально. Мгм. Потому что у него нет ресурсов, которые могут ему помочь быстро захватить Донбасс.
Используя этой тактикой мелких групп и там гражданских автомобилей, всяких мотоциклов, поддерживаемые там 2-3 танками и так далее, это просто приводит только к мясорубкам, так сказать. Просто это они, ну, мы все знаем, называют, как это называется там в народе, мясные штурмы, так что Мгм. в целом есть серьезные основания об этом. А с экономической точки зрения выдержат ли Россия и Украина еще, например, 2-3 года войны? Значит, для обоих стран все дело доходит до денежных ресурсов. У Украины, по-моему, никогда не было проблем с денежными ресурсами, потому что у нее очень богатые союзники, имею в виду западные Мгм. страны. Так что если даже понадобятся там и кредиты, и какие-то другие такие серьезные объемы денег, Зеленский может получать их. Так что вряд ли это ресурсы, как финансовые ресурсы, это как самая меньшая из всех проблем Украины сейчас. А с другой стороны, для Путина все будет становиться хуже и хуже, но очень такими малыми шагами. Вряд ли будет какой-то такой внезапный кризис, скажем, чтобы все обвалилось Да, я тоже сразу. думаю, что быстрый крах российской экономики нельзя ждать. Нет. Но Потому что так, все-таки экспорт нефтепродуктов идет. у меня там есть какие-то контакты, я регулярно общаюсь с людьми, которые там либо живут там, либо, скажем, есть у них отношение к жизни в России. И в целом у меня есть какие-то представления там, как идет жизнь обычных людей. И в целом не так уж сладко. Так что вряд ли есть у Путина будет возможность все это изменить. По-моему, в России дела будут ухудшаться, но очень малыми медленными шагами просто. Так что у него будет, даже если надо пожертвовать чем-нибудь ради войны, он сделает. Так что от этого будут страдать обычные люди, а для А войны что он может всегда пожертвовать? найдутся средства. Например, может объявить мобилизации новой сейчас или нет? Пока не думаю, потому что там идет постоянная тенденция к увеличению этих одноразовых выплат, которые они платят при подписании контрактов. И есть, даже я услышал какие-то невероятные там цифры, 5 миллионов, 8 миллионов рублей. Это ужасно, очень много. Это крупные суммы. И если есть такая тенденция, что они готовы платить такие сумасшедшие деньги контрактникам, значит, по-моему, пока сейчас нет таких признаков, что будет мобилизация, потому что мы знаем, что случилось в 22 году, когда он объявил мобилизацию. Это был реально был это провал, потому что очень много людей сразу забрали в армию, появилось серьезное социальное напряжение внутри в России. Эм, Сотни тысяч людей убежали за границу, и там что еще случилось? Очень много людей забрали сразу. Просто это был шок для экономики. Они сейчас не могут позволить себе такое второй раз. Просто там очень много вакансий в всяких секторов экономики, русской экономики. Сейчас недостаточно людей там просто. Некому будет работать, если они объявят Ну, знаете, мобилизацию. некоторые экономисты говорят, что эти люди, которые подписывают контракты и идут на фронт,
они не так уж ценные для российской экономики. Это люди то ли были безработные, то ли низкоквалифицированные, которые не особо Это полезны ясно, для что экономики. высококвалифицированные люди, они не будут подписывать контракт, потому что, с одной стороны, они обычно, это обычно умные люди, а с другой стороны, это хорошо оплачиваемые люди. Но таких профессий в России не так уж много, где возможно зарабатывать серьезные деньги легальным способом. Так что я не согласен, что все, кто подписал контракт и пошел на СВО, что это просто мусор российской нации. И такие люди непотребные, так сказать. Есть всякие, но да, примерно там в некоторых деревнях просто не осталось мужчин, а от этого страдает примерно сельское хозяйство. Так что я не согласен с этой точкой зрения. Мгм, мгм. Потому Понял. что в России есть очень много там профессий, которые не так хорошо оплачиваемы, а иначе они ценные для экономики. Мгм. Понятно. И, может быть, последний вопрос. Стоит ли нам, стран НАТО, Европейского Союза, опасаться каких-то российских провокаций, какое-то нарушение территориальной целостности? Мы видим, М, что в последнее время были, так сказать, неидентифицированные БПЛА на территории некоторых европейских стран. Значит, Вообще, э, м, это такого типа провокации они будут и в будущем. Но это не основание считать это, скажем, как какой-то фазой горячей войны. М, Просто это будет часть психологического нажима на Европу и на страны НАТО со стороны России, но ничего больше. Так что, по-моему, не надо опасаться не надо опасаться какого-то такого кризиса или горячей войны, так сказать, но надо быть готовым. Так я хотел бы формулировать все. Это не основание, чтобы да. бросить все или относиться несерьезно к этой угрозе. Да, чтобы не было война в Европе, то мы должны быть готовы для нее, Да, подготовлены. чем лучше подготовлены, тем ниже шансы, чтобы это случилось. Мгм. И это, в принципе, разговор на будущем, потому что сейчас вся русская военная сила скованная на территории Украины, так что и Ну, ресурсы просто... реально, я не думаю, что, скажем, у Путина сейчас есть ресурсы, чтобы развязать новую войну. Более того, мы из истории знаем, что никто, кто серьезно воевал, хотел делать это на два фронта. Знаем, что такой страх был и у Сталина, и у Гитлера, и у всех других. Никто не любит войну на два фронта. Так Мгм. что, чтобы Путин начал какую-то там новую войну, скажем, в Прибалтике, это как обычно говорят, или где-то на Молдовском фронте, это надо сперва, чтобы остановилась война в Украине. Мгм. Понял, Он понял. просто не может позволить себе вторую войну, не закончив эту. Более того, война с НАТО, она вообще не будет выглядеть так, как это. А я не думаю, что Россия, у нее есть готовность воевать с НАТО. Потому что я сказал, у НАТО примерно десятикратное превосходство в воздухе, очень большой запас таких ракет средней и большой дальности, ам, есть подготовленные отделы, скажем, радиоэлектронной борьбы и так далее. Так что НАТО готовится воевать совсем другими методами. Хорошо. Спасибо, Камен.